Добрый день, коллеги. Состоялся все-таки вебинар, запланированный на 7 февраля, где мы рассмотрим с вами особенности контроля измерительных материалов всероссийских проверочных работ 8 и 11 классов. Зовут меня Наталья Николаевна, и по всем возникающим вопросам вы можете обращаться по телефону, представленному на слайде. А теперь перейдем непосредственно к презентации. Так, одним из показателей эффективности работы образовательной организации являются результаты внешних оценочных процедур, таких как НИКО, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. И, собственно, сегодня мы с вами более подробно остановимся именно на всероссийских проверочных работах в общеобразовательных организациях, потому что, как вы видите на сайте, который слайд разработали наши с вами коллеги с Рособорнадзора, вы видите, что фактически единая система оценки качества, она прослеживается на различных уровнях, начиная от образовательной организации, через регион и, соответственно, по всей Российской Федерации. И вы видите, что опросы анкетирования и тотальные процедуры, их 3, потому что НИКО – это все-таки выборочная процедура. И на основании этих 3 оценочных процедур ВПР, которые у нас с вами идут уже 5-й год, ЕГЭ и УГЭ, собственно, готовится аналитика, формируются управленческие решения, и, исходя из этого, уже разрабатываются рекомендации и управляется этот процесс. Мы говорим о том, что нормативно-правовая база, в любом случае, чтобы погрузиться нам несколько в проблематику всероссийских проверочных работ, вы видите, что это и федеральный проект «Современная школа», и национального проекта образования. И в рамках этого нормативного документа разработана методология и проведение в субъектах. Соответственно, у нас с вами есть постановление правительства Российской Федерации об осуществлении мониторинга системы образования, и вы видите, что включаются это результаты национальных, международных исследований качества образования и аналогичные оценочные мероприятия, также результаты участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях. Ну и, конечно же, показатели Росстат и показатели устойчивого развития утверждения методики расчета. Это вот таким образом происходит оценка нашего с вами качества. Когда мы говорим про всероссийские проверочные работы, мы понимаем, что они прочно вошли в жизнь общеобразовательных организаций. Это востребованная процедура, которая помогает выявлять проблемы в школьном образовании и работать над их устранением. Мы говорим, что отличительными особенностями всероссийских проверочных работ является единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ, их оцениванию, а также использование современных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работы обучающимися всех образовательных организаций Российской Федерации. Результаты выполнения всероссийских проверочных работ полезны всем участникам образовательных отношений. Это и родители, так как они могут определять образовательную траекторию своих детей. Результаты ВПР также могут быть использованы для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения и для совершенствования преподавания учебных предметов в школах для развития региональных систем образования. И в очередной раз хочу подчеркнуть, что результаты всероссийских проверочных работ в совокупности с имеющейся образовательной организацией информации, отражающие индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. И в этой связи настоятельно рекомендую, собственно, некоторые коллеги знают, что уже такое делают, прослеживать динамику не только по предмету в целом, не только по классу в целом, но и по каждому конкретному ребенку в том числе, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что это позволит нам, педагогам, более грамотно выстраивать траекторию индивидуального сопровождения обучающихся. Ну и вы видите, что если мы говорим про общероссийские показатели, то, опять-таки же, у наших с вами коллег взята информация. Посмотрите, что количество участников всероссийских проверочных работ, оно колоссально, оно свыше 6 миллионов.
обучающихся и посмотреть почти 40 тысяч образовательных организаций из всех субъектов нашей с вами страны. Если мы говорим уже непосредственно про то, как наш с вами субъект вписывается в общероссийскую картинку, то мы понимаем, что они четко влились в структуру республиканской системы оценки качества образования. Вы видите, что в республике выстроена четкая система, структура взаимоотношений, как вертикальная, так, соответственно, на разных уровнях и горизонтальная. И вы видите, что на протяжении, начиная с дошкольного образования и заканчивая выпуском после 11 класса, поднимаясь и до среднего профессионального образования, и высшего профессионального образования, фактически на всем этом этапе нашего с вами ребенка должен сопровождать учитель. При этом неоднократно мы говорим о том, что необходимо формировать так называемое позитивное отношение к объективной оценке образовательных результатов как у ученика, так и у родителей и у педагогов. И, соответственно, вы видите, что постулат, с которым мы выходим, и он же неоднократно звучал на различных уровнях, что справедливая и честная оценка в системе образования – это гарантия равных возможностей для всех участников. В этой связи вы видите, что если в 2015 году только всероссийские проверочные работы писали только обучающиеся 4 классов по 2 предметам, примерно около 18 тысяч работ было проверено, написано, то уже, соответственно, в 2019 году участников, вы видите, увеличилось количество классов, задействованных в написании, прохождении этого мониторинга. Уже 6 линеек классов, начиная с 4 по 7 беспрерывно, 10, 11, 10 мы все знаем, что это география. На выбор образовательной организации либо мы пишем географию в 10 классе, либо в 11. Ну и, соответственно, набор предметов тоже колоссально увеличился. При этом мы понимаем, что, к сожалению, в рамках проведения всероссийских проверочных работ были выявлены образовательные организации с признаками необъективности результатов. И вы видите, что, к сожалению, количество этих образовательных организаций растет, начиная с 2018 года. Почему 2018? Потому что именно в 2018 году впервые был проведен такой замер. И если в предыдущем году их было только 20 образовательных организаций из 15 муниципалитетов, то вы видите, что в 2019 году их уже стало на 3 больше, причем ряд образовательных организаций были замечены и в 2018, и в 2019 году, и их количество увеличилось еще на 3. Результаты мы их уже озвучивали несколько раз, то есть и причины необъективности. Ну, мы надеемся, что те мероприятия, которые провел Институт развития образования, Республиканский информационный центр оценки качества образования, соответственно, совместные усилия не пропадут даром, и в этом году у нас количество образовательных организаций, если не вообще пропадет, таких, то хотя бы колоссально снизится. Итак, а в этой связи, опять-таки же, необходимо обратить внимание на то, что необходимо выстраивать позитивное отношение к оценочным процедурам. Как бы парадоксально это ни звучало. Коллеги, ВПР проводятся с целью не наказать, а с целью выявить затруднения, выявить те дефициты профессионально у педагогов, если таковые имеются, и знаниевые, компетентностные у обучающихся. И поэтому, если мы честно отмечаем все те дефициты, выявленные дефициты, то, соответственно, необъективности не возникнет. Но, опять-таки же, эту информацию необходимо донести в том числе и до родителей, и до детей, что ничего страшного, что сегодня вот у тебя такие результаты, но мы выявили твои проблемы, мы над ними поработаем, в следующем
тебя они не возникнут, эти сложности. Тем не менее, перепроверка у нас была представлена 20, собственно говоря, определенной образовательной организации. Вы видите, что перепроверке подвергались 4-5 классы. И результатом, то, на чем бы я хотела остановиться, что, смотрите, для того, чтобы избежать перепроверки, необходимо грамотно обеспечить проверку. Во-первых, провести заседание методического объединения учителей и изучить критерии оценивания. Потому что все мы знаем с вами, все мы профессионалы своего дела, все мы знаем, что некоторые критерии всероссийских проверочных работ, их можно трактовать по-разному. Поэтому некоторые критерии, подчеркну, поэтому обсудить, выявить какие-то, если возникают вопросы, обратиться к коллегам, обратиться, у нас с вами есть республиканские методические объединения, и когда мы с вами получаем критерии оценивания, то, соответственно, сесть, договориться, как мы понимаем тот или иной критерий и как мы его с вами оцениваем. Далее, проверить несколько работ, выявить типичные ошибки, обсудить подходы к оцениванию. Оценить работы всех участников в случае необходимости, консультируясь с коллегами. Коллеги, это у нас с вами не ОГЭ и ЕГЭ. Нам никто не запрещает обсуждать какие-то возникшие сложности, какие-то возникшие вопросы. Ну и по окончании проверки, конечно же, проанализировать результаты, типичные ошибки и наметить пути их устранения. Потому что, к сожалению, в ряде случаев мы видим, что ошибки выявлены, но работа над ними не проводится. И из года в год у одной и той же образовательной организации одни и те же критерии западают. Это мы видим по результатам перепроверки. И если вы выполните этот несложный алгоритм, то перепроверка просто банально не понадобится. Соответственно, разработаны и управленческие механизмы. Вы видите, что на уровне муниципального образования, в том числе, эта работа должна была быть проведена, и я надеюсь, что вы ознакомились с опытом, удачным опытом школ муниципального объединения. Кроме того, и ряд мероприятий проводил в том числе и Институт развития образования. И на сайте вы видите, что полная версия материалов размещена на сайте. Собственно говоря, Институт, Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности проделал, наверное, нескромно будет с моей стороны сказать, но проделал колоссальную работу, проанализировав результаты всероссийских проверочных работ по всем классам, по всем предметам за 2018-2019 учебный год. И, соответственно, вот эти два тома, проверка и перепроверка, мы проанализировали, выявили типичные ошибки, поэтому, коллеги, просим, ознакомьтесь, посмотрите. Материалы представлены на сайте, в том числе, повторю, там есть и рекомендации по конкретным критериям по предметам, предметные, либо же по конкретным знаниевым составляющим, то, чего не хватает нашим с вами деткам. Далее, разработаны на уровне образовательной организации, в данном случае, знаю, что в некоторых образовательных организациях это делается, но тем не менее не во всех. Анализ итогов всероссийских проверочных работ собственно, на совещании при директорах. Опять-таки же сейчас перед проведением остается у нас не так много времени до начала всероссийских проверочных работ, буквально месяц с небольшим, в зависимости от предмета. Но тем не менее, вспомнить, какие ошибки, обратить внимание деток наших с вами. Я не говорю про натаскивание. Натаскивание в данном случае не рассматривается. Мы детям просто еще раз обращаем внимание на критерии, либо при изучении какой-то темы, что нам мешает рассмотреть те или иные задания. На сайте Федерального института ФИПИ представлены демоверсии, в том числе и чуть попозже остановлюсь более конкретно, но с середины января месяца начинают выкладываться демонстрационные версии, уже варианты по всем предметам, поэтому знакомьтесь, смотрите, и деток тоже ориентируйте на это. Кроме того, обращу внимание, что необходима организация присутствия общественных наблюдателей в образовательной организации в дни проведения всероссийских проверочных работ. Это прописано и в порядке проведения, порядке организации всероссийских проверочных работ. Ну и вы видите, что в траектории методического сопровождения педагогов, индивидуальной траектории и так далее.
Собственно, расписание всероссийских проверочных работ у нас на 2020 год было выложено в качестве проекта, но приказом от 27 декабря 2019 года этот проект был утвержден уже, соответственно. Подождите-ка, приказ. Вот он у нас есть. Вы его можете посмотреть точно так же на сайте. Он выложен. Проведение федеральной службы по надзору в сфере образования и так далее. Здесь конкретно прописано, какие классы, какие предметы в приложении, собственно, и исходя из этого, каждая образовательная организация уже устанавливает. Ну, понятно, что если там в любой день указанного периода, там иностранный язык и так далее. Это вы уже тоже отмечаете. Далее, формирование работ из банка заданий всероссийских проверочных работ для 4, 7, 11 классов, проведение в любой день в заданный промежуток. Я напомню, что у нас дни проведения всероссийских проверочных работ – это вторник и четверг. Плюс в 8 классе у нас с вами каждый год, мы помним, да, добавляется новый класс, и в этом году это у нас будет с вами 8 класс. Вот здесь вот четко прописано, что какие дни конкретно будет проходить те или иные, видите, предметы у нас с вами прописаны. Я напомню, что это у нас 8 предметов. Понятно, обязательный русский язык, математика. Кроме того, добавляется биология, история, обществознание, география. Это те предметы, которые мы проверяем на протяжении начиная с 6 класса. И добавляется физика и химия. Физика была уже у нас с вами в 7 классе у 7-классников. Химия, добавляется химия. Итак, вы видите, собственно, вот он график, он уже утвержденный, и использование банка заданий ВПР при проведении процедур государственного итогового контроля качества образования на региональном уровне. Теперь я позволю себе, регламент, в принципе, я уже озвучила, что он представлен. Ссылочку я вам показала. Основные моменты, собственно, контроль за написанием работ. Вы видите, что самое главное, на что мы должны обратить внимание, не может он пользоваться интернетом, учебниками, другими шпаргалками, какими-то другими подручными средствами. Время проведения от 45 минут до 90 минут, до 1,5 часов. Ну и проводить только по утвержденному расписанию. Мы не можем переносить даты. Это тоже утвержденному в образовательной организации расписанию. Далее. И я позволю себе очень кратенько остановиться на особенностях всероссийских проверочных работ в 8 классе и в 11. Так, коллеги, я напомню, что у нас всероссийские проверочные работы в 8 классе предполагаются по 8 основным предметам. Я вам покажу сайт, который рекомендую, он же будет для 11 класса. Собственно, сайт всероссийских проверочных работ. Здесь есть и общее расписание, утвержденное расписание, вся нормативно-правовая база. И, кроме того, демоверсии 2020 года по всем основным направлениям. И, собственно говоря, зайдя на любой предмет, обращаю ваше внимание и предлагаю также воспользоваться. Есть такое понятие, как описание работы. И я предлагаю вам его с детьми, с обучающимися хорошо просмотреть, прочитать. Это своего рода не только кодификатор, но еще и, собственно говоря, определенные тонкости, сложности тех или иных работ. Поэтому посмотрите, по каждому предмету такие материалы есть, описание контроля измерительных материалов, поэтому рекомендую обратиться к источникам. Итак, предметы представлены, собственно говоря, не по значимости, там, важности и так далее, а по очереди проведения. На что следует обратить внимание? Посмотрите, на 8 класс мы говорим с вами, что начиная с 4 по 7 классы образовательных всероссийские проверочные работы в образовательных организациях проводятся, как правило, 45 минут. Есть один только предмет
по которому ВПР пишется в протяжении 60 минут. При этом, посмотрите, в 8 классе основное количество работ будет писаться 1,5 часа. Обществознание. Фактически мы говорим о том, что пишется на 45 минут, 10 заданий, 4 с кратким ответом в виде комбинации цифр или слова, словосочетания, и 6 заданий с развернутым ответом. Задания по обществознанию охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей, основы межличностных отношений, особенности поведения человека в современной информационной среде. То есть, посмотрите, программа обществознания охватывает только курс 8 класса, что не может нас не радовать. Но, понятное дело, если мы, собственно, уже в описании есть определенные термины, и это касается всех предметов, то мы их должны отработать, и обучающиеся должны понимать, что под этим термином подразумевается. Математика 1,5 часа. Работа содержит, вы видите, 19 заданий. На что следует обратить внимание? На то, что есть понятие только ответ, и там ребенок записывает итоговый ответ, который у него получился. А есть задания, в которых есть поле со словами «решение» и «ответ». Коллеги, обратите внимание детей на это понятие, что если есть решение, то, соответственно, необходимо его записать, потому что, если мы посмотрим с вами кодификатор, то поймем, что за решение обучающиеся получают колоссальное количество баллов. И если они его не указывают, то в некоторых заданиях ответ даже не засчитывается. То есть ребенок не получит баллов или потеряет колоссальное количество. При этом посмотрите, что можно использовать. Таблицу умножения и таблица квадратов двузначных чисел. Ну и понятно, что запрещено использовать учебник, рабочие тетради, справочник, калькуляторы. Ну, мы нашим детям уже таблицей умножения разрешаем пользоваться, то, в принципе, что мы учим с вами с детками во 2 классе. Удивительно. Какие сложности, особенности по истории? Также дается 1,5 часа, 13 заданий. История России, история зарубежных стран, новое время. Это, собственно говоря, программа 8 класса. И вы видите, что во второй части, работа включает в себя 2 части, и во второй части предложено задание по истории родного края, то есть Республики Коми. И здесь я вывела это задание, то есть напишите небольшой рассказ на тему истории нашей страны в событиях моего региона. Но такое задание у нас было с вами в 6 классе в прошлом году. Особенность в том, что в рассказе необходимо указать не менее 2 событий, произошедших в регионе, и охарактеризовать, каким образом эти события, процессы, явления связаны с историей страны. Фактически это часть задания из ЕГЭ в 11 классе. И один из показателей выполнения, один из критериев выполнения этого задания будет гласить, что ребенок правильно указал событие, 2 события в данном случае, он уже получает балл. Если эти события между собой не связаны, ребенок просто не получит дополнительные баллы. Задание достаточно сложное, потому что мы в рамках программы 8 класса с детьми, в рамках программы 8 класса истории, с детьми такой работы раньше с вами не занимались, потому что и в том числе ОГЭ на это не нацеливал. Это программа ЕГЭ, задание из ЕГЭ. Задание по ЕГЭ, ну, понятное дело, что ничем пользоваться дополнительным нельзя. Даты, события, имена надо знать, помнить. При этом по истории можно посмотреть, там конкретно прописано, какие даты, имена надо знать, какие дидактические единицы следует повторить. Далее, география. На географии в 8 классе, подчеркну, также 1,5 часа, необходимо использовать калькулятор. И в отличие от 11 класса запрещено пользоваться атласами и другими справочными материалами. Но непрограммируемый калькулятор. Далее, это у нас с вами будет биология. Биологию мы пишем час, 60 минут, 13 заданий. Не разрешено пользоваться ничем.
Русский язык 1,5 часа, 17 заданий. Посмотрите, причем 11 из этих 17 заданий – это задания к приведенному тексту. Есть задание с кратким ответом, есть задание с развернутым ответом. Химия – это тот предмет, который в 8 классе вводится впервые. Проверочная работа, пишется он 1,5 часа, как и многие, но 9 заданий, но очень много чем можно пользоваться. Есть и так же, как в 11 классе, собственно, это периодическая система химических элементов Менделеева. Она будет она вложена в контрольно-измерительные материалы. Таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде, она тоже приложена к контрольно-измерительным материалам. Ряд активности металлов есть, то есть она уже идет в контрольно-измерительных материалов. И непрограммируемый калькулятор, то, чем нашим деткам можно пользоваться. Ну и физика, здесь, собственно, никаких нововведений по сравнению с 7 классом нет. Также при выполнении можно использовать непрограммируемый калькулятор. И посмотрите, единственное, на что нужно обратить внимание, что в заданиях 10 и 11 нужно написать решение задачи полностью. Обратите, пожалуйста, внимание деток на вот эту особенность, потому что везде, вы видите, необходимо либо текстовый ответ, либо число, несколько, последовательность чисел, а 10-11 задача, там нужен полностью ответ. Ну, если очень кратенько, то по 8 классу все. Сейчас мы также пробежимся по 11 классу и посмотрим, чего там. Всероссийские проверочные работы по 11 классу в 11 классе проходят по 6 предметам. Это иностранные языки, физика, история, химия, биология, география. Давайте остановимся чуть-чуть подробнее. Иностранные языки, мы здесь говорим, тот же самый сайт, ссылочка, я вам его показала. Обращу внимание еще раз, ВПР.ру, и там, собственно говоря, есть демонстрационные версии по всем классам. Поэтому в данном случае не буду останавливаться. Иностранные языки: немецкий, французский, английский, 60 минут, 18 заданий. Собственно, задания расписаны, тут ничего нового. Аудирование, чтение, лексика грамматическая. Поэтому по времени все четко регламентировано: 10, 15, 35 минут. Никаких нововведений по сравнению с прошлым годом. Физика включает в себя 18 заданий, 1,5 часа. Можем пользоваться калькулятором непрограммируемым и линейкой. И история: 90 минут. Работа состоит из 12 заданий. Сложности в чем? Первая сложность – это 10 задание, которое посвящено истории родного края Республики Коми, то есть в нашем случае. Ну, например, в этом году в демоверсии приведено такое задание: укажите одно название улицы любого населенного пункта, находящегося в вашем регионе, которое связано с историей региона или нашей страны. Используйте знания истории, объясните, почему в вашем регионе улица получила такое название. Коллеги-историки меня поправят, если я ошибаюсь, но у нас с вами в 2015 году такое задание было в 5 классе, 15-16 учебный год, да. 16-17 это задание перекочевало в 6 класс, в 7 класс, простите, да, и вот, собственно говоря, это задание кочует из класса в класс, поэтому мы с вами отрабатывали это уже, тем более для 11 класса, серьезное задание с моей точки зрения, но тем не менее. И при этом максимальное количество баллов 3. И если ребенок правильно указал название улицы любого населенного пункта, находящегося в регионе, то уже ставится 1 балл. Например, улица Гагарина в городе Воркута. Далее. И задание 11-12. Обратите внимание наших с вами детей на то, что возможны 2 модели. Либо же предлагается работа по
со списком событий, процессов, и ребенок должен выполнять эти задания, либо же с информацией, представленной в задании, и обучающийся должен каким-то образом уже интерпретировать полученную информацию. Обратите внимание детей, что они должны выбрать либо одну модель, либо другую. Химия 1,5 часа. Так же, как и в 8 классе, так же, как и в прошлом году, есть вот эти периодическая система, таблицы растворимости, электрохимический ряд, напряженность металлов. Это все, эти таблицы есть, дополнительные материалы есть в контрольно-измерительных материалах, и ребенок может прийти с непрограммируемым калькулятором. Единственное, при этом нужно обратить внимание детей, что если он не принес, просить калькулятор у соседа там, или так далее, это запрещено. Биология также 1,5 часа пишем. Нововведений по сравнению с прошлым годом никаких. 6 блоков. Собственно, каждый блок направлен на проверку сформированности базовых биологических представлений, понятий, правил здорового образа жизни. То есть, здесь опять-таки же нововведений никаких. Ну и география. Я напоминаю, что география может проходить или в 10 или в 11 классе на усмотрение образовательной организации. Пишет ребенок ее 1,5 часа. Вы видите, что каждый вариант состоит из 17 заданий. Это и различающиеся и по уровню сложности, и по форме. Но в проверочной работе представлены различные типы заданий. Они представлены на слайде, поэтому я акцентировать внимание на них не буду. Самое что важное, что наши детки могут использовать, в отличие от 8 класса, необходимые карты атласов, которые также у нас с вами находятся в кабинете в рамках во время написания всероссийской проверочной работы. Коллеги, вот такие нововведения у нас с вами в 8-11 классе. Обращайте внимание наших деток на внесенные изменения, и при возникновении каких-то сложностей, вопросов обсуждайте между собой критерии оценивания, чтобы не было у нас с вами необъективных результатов. И желаю удачи в написании работы. Всего доброго.